Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску хорошо вооруженного противника, но мы выстояли и победили. В целях сохранения исторической памяти и вознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне указом президента России 2020 год в стране был объявлен годом памяти и славы. 31 января в городе Янаул стартовал зональный этап Республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие творческие коллективы нашего района, наряду с другими представителями северной зоны республики, города Нефтекамска, Агидели, Калтасинского, Дюртюлинского, Краснокамского и Татышлинского районов, представили свою концертную программу, посвященную Великой Победе. Там же прошла церемония передачи капсулы «Вечного огня» республиканского марафона «Победа» участникам фестиваля. И вот «Вечный огонь» добрался до Верхней Аркеева. На монумент славы торжественно было внесено Знамя Победы. Увековечивание памяти о Великой Отечественной войне – наш долг перед защитниками Родины, перед поколением победителей. И подрастающее поколение должно расти с чувством гордости за Великую Победу, за подвиг отцов, дедов и прадедов. Мы сегодня начинаем такой, огонь победы, А мы все знаем, как наши жители района эту победу приближали каждым днем. Из района было мобилизовано около 11 тысяч человек, 118 женщин. Вернулись около 6 тысяч человек. А сегодня их всего участников войны осталось 20 человек. В этом году 3 участникам Великой Отечественной войны будет 100 лет. Поэтому вот День Победы мы, и будущее поколение, и мы должны рассказать, как это нам досталось. Пройдут года, пройдут века, но мы и наше поколение, и наш народ не должен никогда забывать. Поэтому сегодняшний марафон к этому посвящается. Я желаю, чтобы мы, есть поколение, которые не видели войны, а есть дети войны, которые родились и жили перед войной. Чтобы никогда не было войны, мы должны сказать спасибо тем нашим воинам Красной Армии, которые подарили нам такую светлую жизнь. Всем желаю, чтобы мы всегда их почтили и уважали. К сожалению, многие историки, западные страны пытаются сейчас переписать историю, умалить заслуги нашего народа. И, как ни прискорбно, маленько отвлекусь от темы. Вот сейчас первоначальная постановка юношей на воинский учет происходит, да, и когда задаешь вопросы, назови военачальников известных, назови города-герои, отвечают единицы. Вот это прискорбно. А если мы о них помнить не будем, для чего они воевали, для чего они своей жизни, свои головы складывали? Ведь они старались для нас, для нашего поколения, чтобы мы жили в мире, трудились, радовались. Для этого они, не жалея своего живота, своей жизни, защищали свою родину. И не только они, ваши прабабушки, прадедушки ковали победу в тылу, на женских плечах, на таких ребятах, как вы. Тыл держался, они сами не доедали, сами в лаптях ходили, а на фронт отдавали все, вязали варежки, носки. Все для фронта было, все для победы. Такие юноши и девушки, как вы, работали день и ночь на заводах, снаряды делали, танки собирали, самолеты собирали, все для побед делалось. И очень обидно, когда наше молодое поколение не помнит этого. В интернете появляются всякие ролики, если честно сказать, с издевательскими над воинскими символами. Это просто непостижимо уму.
Поэтому я обращаюсь к вам, молодое поколение. Будьте достойны наших прадедов, прапрадедов, прабабушек, которые ковали эту великую победу. Помните, не забывайте об этом. И, к сожалению, время неумолимо. Этих ветеранов осталось единицы. Через пару лет, к сожалению, и они отойдут в мир иной. А наша задача донести вот эту победу, какой она ценой досталась, до будущих поколений, вам уже, до ваших детей, чтобы мы все время помнили и знали, как эта победа нам досталась. И чтобы этой войны больше не повторилось. Мен қазір 96 yaşına кетtim. Allah'a şükür. Dünyada hazır Uşmak'ta yaşayayım. Ben ata tarbiyesi kurmadım. Atalar 2 yaşta kaldım. İsmail'de tuğamın İsmail Malaya oldu. Yerkeğe kelip çıktık maşallah. Arkadaşlar doncalar imin bulsun. Patşalar, İsa Hocalar, İsa işlesinler. Buna ben 7 yıl hizmet edip kaçtım. Dünyanın bütün yerini kurdum. Hazır yerkeğiyle yaşayatam rahmat hocalarga aldın kuraylar, bir nilanda kaldırmaylar. Doncalar tanış olsun. İyi patşalar insan uğrunlarında işlesinler hocalar. Nasıllar bu kaçta min kurganını utan babalarımız kurmasın. Мы, поколение 2000-х годов, рожденные в эпоху перемен, в мирное время, принимая факел победы перед лицом ветеранов войны, тружеников тыла, перед лицом родителей, товарищей, клянемся служить Родине, народу, обещаем хорошо учиться, быть дисциплинированными, уважать старших и не забыть подвиг наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Военный комиссар Ильгиз Багаутдинов торжественно передал капсулу Тимирзаде Мирзагитовичу Мусалимову, ветерану Великой Отечественной войны, который, в свою очередь, вручил ее главе сельского поселения Яркиевский сельсовет Рустему Ахмадиеву. Из Верхнеяркиева символ Великой Победы отправится в Исанбаево. Таким образом, Вечный огонь продолжит свое шествие по всем селам района, напоминая каждому илишевцу о тяжком времени войны, о героизме наших предков, о ценности мирной жизни. Я знаю о войне лишь понаслышке, но вновь и вновь мои приходят сны. Безусый паренек, совсем мальчишка, который не вернулся с той войны. Сожмется мое сердце от печали, хоть с той поры прошло полсотни лет. Но снится мне тревожными ночами мой молодой, мой вечно юный дед. Над миром вновь мигует светлый май, в который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, ты помни, никогда не забывай. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».